В этом году традиционная итоговая научная сессия Института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия посвящена одному из виднейших абхазских ученых – Хуху Тубгашба, со дня рождения которого минуло вот уж 110 лет. Видный литературовед, языковед, основоположник абхазской литературной критики, лауреат Государственной премии имени Гулия, сын народного героя Салумана Бгашба, большой служитель науки. Хухут Бгашба внес значительный вклад в становление абхазоведения, в изучение абхазского языка, литературы и фольклора. В приветственном слове к участникам пленарного заседания директор АБГИ Арда Ашуба зачитал краткий отчет о деятельности института и отметил, что роль Хухута Бгашба в истории республики сложно переоценить. С приветственным словом к собравшимся обратился и сын Хухута Бгашба, известный абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, действительный член Академии наук Абхазии Олег Бгашба. К сожалению, Олег Хухутович не смог присутствовать лично на сессии, и участникам было показано заранее записанное обращение ученого, в котором он рассказывал о Хухуте Бгашба не только как о служителе науки, но и как о человеке и отце. Хотел бы немножко от себя тоже добавить, как-то поучаствовать в таком плане в этой конференции, рассказать о том, что, возможно, вы не знаете, какой он был отец, человек и ученый. Олег Бгашба поделился с собравшимися трепетными воспоминаниями детства, в которых большой ученый, видный абхазский деятель предстает порой с самых неожиданных сторон. Рассказал Олег Хухутович и о том, как Хухут Бгашба направлял его в выборе профессии и поддерживал начинание сына. Отец водил, во-первых, покупал мне много книг по археологии, а потом водил на раскопки Сухумской крепости, Сухумской горы Медиплавильни. Тогда я познакомился с Юрием Вороном и сразу же скажу вперед, что отец мой поощрял наше знакомство, очень был рад, что мы знакомы, очень был рад, что мы вместе копаем. Приезжал к нам, высоко считался с Юрием Николаевичем. Отдельное внимание участники пленарного заседания уделили и отцу Хухута Бгашба Салуману, о котором существует героическая песня, дошедшая до наших дней. Обширный доклад, посвященный ссылке Салумана Бгашба в Сибирь, представил академик ОМАН, профессор Абхазского государственного университета, кандидат исторических наук Станислав Лакоба. Чите счастье улыбнулось. В одном из приказов по управлению Нерчинской каторгой говорилось, что в августе 1901 года ссыльно-каторжному Бгашбаю Соломону из Абхазии присланы были деньги 29 рублей 83 копейки. И все. И вот новый документ, датированный сентябрем 1901 года, из которого стало ясно, что Бгашбай Соломон содержался в самой большой из нерчинских тюрем в Зерентуйской каторжной тюрьме. Было убийство сначала его брата Якупа. Там говорится, что в Ткварчеле. Произошло это в ночь с 5 на 6 октября 1894 года. 11 октября об этом стало известно властям в Сухуми. 12 октября началось дознание. Там нашли как раз тело убитого. И с этого, в принципе, все и началось. В итоговой научной сессии также принимают участие приглашенные ученые, профессора и педагоги из дружественных стран и республик. Старший научный сотрудник Дагестанского научно-исследовательского института педагогики Миасат Муслимова выступила на сессии с приветственным словом. Я имею честь передать вам поздравления с этой конференции, с чествованием имени выдающегося ученого, академика Хухута Соломоновича Бгашбы от имени Дагестанского института педагогики Метахагоди, который занимается проблемами изучения родных языков, всех предметов, которые относятся к региональному циклу, и от имени Дагестанского государственного университета, где я работаю тоже более 35 лет. Та деятельность, которая проводится в Абхазии по и увековечиванию имен выдающихся сыновей и дочерей своей Родины, и по развитию науки, культуры,
она не может не вызывать восхищения. Также Миасат Муслимова вручила почетные медали от Клуба писателей Кавказа видным литературным деятелям Абхазии Геннадию Аламия и Владимиру Зантария. Спасибо вам за ваши стихи. Вам спасибо. Творите, радуйте нас на благо вашего великого народа. Спасибо вам большое. Успехов, здоровья. Я не скрою, я люблю медали. Она за того стоит. Хохут Бгашба – автор более 200 опубликованных работ, статей, очерков, книг, посвященных проблемам абхазского языка, литературы и фольклора. Он принимал участие в создании таких коллективных работ, как «Русско-абхазский словарь», «Грамматика абхазского языка», «Фонетика» и «Морфология». Также принимал участие в создании школьных учебников. До конца своей жизни ученый непрестанно занимался научной деятельностью. Хохут Соломонович Бгашба ушел из жизни 23 декабря 2000 года. Ему было 86 лет. Похоронен он в пантеоне на Сухумской горе. Рада Чачава, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение.